Привет, меня зовут Анастасия, я организатор проекта «Заграни», ну и организатор первой нашей онлайн-конференции «Онлайн-саммита. Как адаптироваться в новой стране без потерь». Дело в том, что я сама 25 лет тому назад уехала, когда еще я уехала в Германию учиться в университет, долго училась, потом осталась работать, но как-то самим собой сложилось, что я осталась жить за границей. Достаточно у меня работа успешный, но далеко не у всех не так хорошо, легко проходит, никто не приезжает 17 лет и потихонечку мигрировать в новую страну. Я сама уже работала в Германии, в Англии, в Швейцарии, вот 5 назад мы переехали в Австралию с семьей и детьми. Дело в том, что я смотрю на своих друзей, на новых друзей, которые недавно приехали, и я вижу, насколько иногда, очень часто наш путь адаптации тоже не 5, наверное, бывает тяжело. И мне очень хотелось, так как я сама получала удовольствие от той страны, где я живу, и мне дается все достаточно легко, мне очень захотелось не только свои знания поделиться или навыки, но также пригласить достаточно большое количество экспертов, которые именно специализируются на работе с иммигрантами, которые в странах, где они работают, они, допустим, в практике или в государстве, или просто с собой они дальше продолжают работать на своей специальности. И мы их всех позвали для того, чтобы создать конференцию, которая, я надеюсь, будет для вас очень-очень полезной. Мы поговорим о таких, наверное, всеиммигрантских проблемах, как отношения с собой и ощущение, может быть, даже легкой депрессии, в первые несколько лет после переезда, отношения с нашими людьми, вне зависимости от того, приехали вы к мужу или жене, или вы приехали вместе со своим супругом, потому что отношения очень меняются, когда оба супруга находятся в такой стрессовой ситуации. Наверное, все знаем, вдруг мы замечаем, что ужасное количество пар разводятся после переезда. И мы поговорим с семейным терапевтом, который специализируется именно на парах, которые живут в эмиграции, о том, что это, почему, что можно сделать, где это нельзя. Мы также поговорим с вами об отношениях с нашими детьми. Представьте себе, я очень часто это вижу, когда приезжают семьи с детьми младшего и среднего возраста, эти дети намного быстрее вживаются в новую страну, а родители как-то держатся за то, что нам дорого, за наше прошлое, и вдруг начинают составлять отношения с нашими детьми. Мы поговорим с Ольгой Писарев, достаточно очень известным человеком, который является председателем российского отделения Института Ньютона по теории привязанности, что подготовлено отношений. Мы также поговорим с нутрициологом и тренером, которая является, также специализируется на индивидуальном питании, о том, почему так многие из нас справляются, что почему и мы даже пригласили стилиста, которая специализируется на анализе одежды в разных странах. Она помогает своим клиентам подобрать одежду, которая не только им подходит, но и также подходит для всех стран, определенные интересные виды нашей системы. В общем, я такая смесь очень практических, того, что мы хотим сейчас делать, и занятия, которые, скорее всего, дадут вам инструменты, которые вам помогут не только сегодня и завтра, но и на достаточно много дней. Итак, это все люди. У вас также будет возможность познакомиться с людьми и участниками, потому что во время нашей семейной трансляции не только спикеры, которые будут поговорить, познакомиться с людьми, которые живут в такой ситуации, и у вас получится замечательно знакомиться. А мы на самом деле все знаем, что отсутствие качественных друзей, находок, отсутствие или потеря нашего социального положения, социального живут, это, наверное, два таких самых больных момента, через которые все проходят. Даже я в свои 17 лет проходила период, мне тоже было ужасно больно, ужасно тяжело, я не выиграла в 90-х, когда русские ассоциировались либо с проститутками, либо с бандитами. И меня, 17-летней девочкой, потому что я так одевалась, я не могла понять, что надо сделать, как мы подбежали в машину и спрашивали, что это. Для меня это был шок, я до сих пор помню, это было 20 лет назад. И до сих пор это происходит. И мы очень хотели собрать специалистов, чтобы они могли вам помогли преодолеть. На самом деле, я не считаю, что нам нужна помощь, я считаю, что нам нужна поддержка, потому что те люди, которые эмигрировали, на мой взгляд, уже очень сильные люди. И сильным людям не надо помогать, их надо поддерживать, их надо направлять,
давать полезную информацию. Именно для этого мы и создали эту онлайн-конференцию. И, кстати, да, мы отобрали специалистов, потому что мы хотели быть уверенными, что те, кто будут нам что-то советовать, что-то учить, на самом деле занимаются, специализируются в этой области, не только рассказывают нам о своем именно личном опыте. Но мы бы очень хотели, чтобы вы внесли свой вклад в создание программы. Пожалуйста, задавайте спикерам вопросы, на которые вы хотите, чтобы они ответили. Потому что, да, у нас есть тема, например, отношения с супругой, но бывают совершенно разные грани этих отношений. Мы можем в принципе рассказать, а можем рассказать, затронуть те вопросы, которые лично вам важны. Не какому-то физическому коллегу вакууме, да, а лично вам. Поэтому очень надеюсь, что вы примете участие в создании программы, задавая свои вопросы. И я очень надеюсь увидеть вас достаточно скоро на саммите, познакомиться с многими из вас, потому что я это буду вести вместе с двумя другими девушками, которые являются представителями Загран МИ в Мадриде и в Лондоне. Мы будем вести